Добрый вечер, все друзья. Приветствую всех, кто нас слушает и видит. Информационно определенного курка. И поговорим все темы, как обычно. Хорошо. Добрый вечер еще раз, дорогие друзья. Салам алейкум, хан махкой. Мы сегодня ведем эту передачу, продолжаем. Благодаря Аслану мы эту передачу я веду, хотя там я в других местах, допустим, да, на сайтах где-то писал, все это делал. Но здесь вот открытый вот этот диалог, я думаю, что это более полезно, потому что люди любят больше слушать, нежели там читать что-то. Поэтому на все вопросы, которые возникают касаемо общей проблемы мировой, касаемо, значит, русско-чеченской, то есть украинской войны и нашей оккупации России, нашей территории, мы будем говорить. И каждый раз любой вопрос, который будут задавать здесь, мы будем отвечать аргументированно. И поэтому приглашаем сюда всех, кто хочет нас видеть, слышать, и аргументированно обоснованные, значит, ответы. Поэтому сейчас вот ситуация по той теме, которая у нас сейчас есть, будет ли война против Ирана развязана, скажем, со стороны Америки. Это вопрос такой открытый, потому что там много проблем внутренних в самом Иране. И там еще, мы говорили, там есть представители бывшего шаха Пехлеви, который хочет туда вернуться, раскручивают эту всякую, как говорится, ситуацию для того, чтобы там снова к власти прийти. Ну, как видно, не американцы, как видно, внутри там сами иранцы, и иранцы разделены, как мы говорили, на части, половина там, какая-то часть там иранцы, другие это азербайджанцы, а третьи там туркмены, казахи и другие, другого рода арабы и все такое. Поэтому вот эта вот масса людей, которые там находятся, конечно, они больше склонны к тому, чтобы этот Пихлеви не возвращался, чтобы и войну, которую там они хотят развязать, она вот с точки зрения, я слушал некоторые аналитические там справки, какая там ситуация, тем более, что они взяли все виды так, с внешнего мира, отрезали, и там и интернет, и другое, и все в пользу себя, только говорят, этот айтала там тамошний. Но, как говорят сейчас, и даже сам Трамп, который обещал помощь, держитесь, мы скоро придем, тоже понизил градус вот своего, так сказать, того момента, что он будет помогать тем, кто восстали. Он начал заявлять, мы знаем, что вот там, оказывается, теперь он не вешает, не расстреливает людей. Но это связано не потому, что он там жалеет этих людей, иранцев, а потому что у Трампа своего проблемы сейчас. У него вот эти проблемы с Эпштейном связаны, у него проблемы с
связанные с Венесуэлой, Гренландией, и еще и с западными странами. Запад, здесь тоже вот все это возникает. И, конечно, в этой ситуации вряд ли Трамп решится там что-то сделать. Если, конечно, Израиль там не поддаст какой-нибудь, как говорится, сигнал, что там то-то или иное, ну, наверное, и самому Израилю тоже сейчас это невыгодно. Невыгодно в том смысле, что если они действительно начнут, то главный удар будет не по Соединенным Штатам Америки, как говорит этот айтолла иранский, а по союзникам Америки. Ну и в первую очередь по Израилю. Израиль это тоже не нужно. Ситуация такая вот, грубо говоря, неопределенная такая, неизвестно, что будет, и кто здесь будет вот это распределять. Тем более, что в самой Америке, Соединенных Штатах Америки, там тоже ситуация внутренне нестабильная, хотя многие, одни говорят хорошо, другие говорят плохо. Вот процент там поддержки Трампа только падает. И с этой стороны мы наблюдаем, что, конечно же, вот будущие вот выборы, парламентские выборы, которые будут в этом году, в ноябре, они могут как раз-таки оказаться таковыми не в пользу самого Трампа. Поддерживает ли Трампа население? Нет, говорят, цены на продукты, цены на товары до 2 и более процентов по всей стране поднимаются. Есть протесты. В общем, показывает вот такую ситуацию, которую мы видим. И в то же время, как бы то ни было, то, что сейчас вот делается там против, скажем, Дании, то, что Гренландия хочет себе, как говорится, оттяпать, скажем, Трамп, президент Трамп, это совершенно невероятное вот это дело. И даже вот это нападение с Венесуэлы, это невероятно, как можно, есть ли современное международное право или нет. То есть получается, что нет современного международного права, а если нет международного современного права, это нападение с Гренландией связано такие попытки, это говорит о всем хаосе и противостоянии внутри, скажем, НАТО. Вот к чему вот сегодня тянет ситуацию президент Трамп. К сожалению, для нас и для самой Украины, которые сейчас там Абу-Даби вчера вели переговоры, встречались, это все же та же рутина, которая ничего пока не определяет. Ни то, ни это, ни какое-то решение осталось там один вопрос, главный там вопрос по Донбассу или другое. Все это, эти разговоры, значит, они подковерно ведут там какие-то другие разговоры, договариваться или не договариваться, непонятно. То есть ситуация такая. Сейчас вот вчера и сегодня здесь забирались главы стран или согласные, скажем, бороться против российской агрессии. Здесь вот были разные руководители стран, говорили здесь в Париже. Ну и в то же время они вот надеются на то, что ситуация, если действительно будет решено так, что подпишут какое-то соглашение, тогда англичане и французы войдут на территорию Украины и станут, как говорится, бок о бок с украинцами защищать украинскую территорию. Ну какую территорию? Сколько, что? До сих пор определенно ничего нету. Говорят, здесь вот так, вот так, вот так. Ну как это так? Не определяет ничего. Это говорит о том, когда все это идет, что есть какое-то давление на Украину, которое пытается заставить со стороны, скажем, Трампа, и есть противодействие. И противодействие, которое есть со стороны, скажем, Зеленского, это очень обосновано. Он говорит, что это должно пройти если говорит, какие-то такие вопросы ставятся, я сам не могу это делать, это не управляет, пусть народ должен, референдум должен быть. А референдум разве согласится? Нет, не согласится, я думаю, ни один здравомыслящий украинец не согласится с этим. Хотя там тоже найдутся какие-то, знаете, отщепенцы, они везде бывают.
Но в целом масса Украины сама на себя такой вопрос не возьмет. И вот, то есть сейчас идет какой-то разнобой всего, значит, международного тому, скажем, положения, не знаем мы. То ли мы в современном международном праве, то ли мы или в каком-то другом состоянии находимся. Что мы можем делать? Там вот было сильное заявление премьер-министра Канады, который говорил, что средние страны должны как-то решать вопрос, объединяться. Мы, мол, с Европой вместе и с другими странами будем вместе вот так объединяться против этих больших стран. Тоже было очень обоснованно заявление. Но в то же время не решаются вопросы других стран, которые меньше, скажем, Канады. Вот, допустим, Грузия, Чеченская республика, Ичкерия или другие, они же не такого масштаба страны. То есть, в принципе, сам принцип права свободы личности, как бы здесь намек на то, что пренебрегается, не считается личностью. Потому что современное международное право создано на основе свободы личности. И, значит, всеобщая декларация прав человека, это есть. И если это все срывается, это все так разговоры, которые ведут к тому, что в конечном итоге эти люди, которые сидят во главе, скажем, сегодняшней власти больших государств, ну, прямо скажу, вот, скажем, президент Трамп, он какую-то ведет игру такую, получится или нет, или укрепится современное международное право. Вопрос стоит так, укрепится ли современное международное право в той форме, которая будет соблюдаться, скажем, право, значит, народа на самоопределение и свобода личности. Это главный вопрос, который сейчас и стоит на кону, будет это или не будет. Вот вопрос. А так, по большому счету, это борьба между капиталистическими, скажем, странами, демократическими и диктаторскими режимами. Вот такая ситуация, и мы должны сейчас посмотреть, потому что сейчас ничего не ясно, мы должны за этим следить и свое мнение говорить. Ясно одно, что мы, Чеченская республика Ичкерия, ее легитимная власть, крыло, которое есть в зарубежье, мы полностью поддерживаем, значит, Украину. Мы, как говорится, слава Украине, героям слава. Мы стоим за Украину, потому что Украина – это оплот, скажем, мира, демократии. Он борется против этой империи. И все люди, которые есть, скажем, наши чеченцы, наши граждане или граждане, наши друзья, все в мире должны это делать. Это их обязанность. Если они хотят, чтобы с ними считались. Каждый человек. Если он хочет, чтобы с ним считался, скажем, какой-то там, скажем, орган власти в любой стране, или вся страна, или власть, чтобы с ним считалось как с личностью, человеком, то они должны поддерживать линию, ту, которая сегодня направлена против, скажем, свободы личности и демократии. Но в то же время здесь всегда берутся в разрез. Вот говорят, нам не нравится эта демократия, там всякие недостатки есть. В любом хорошем деле есть какие-то недостатки. Главное, чтобы было то, что в этой стране управлять или решать главный вопрос должен сам народ, личности. То есть власть, которая есть, или что эти народы имеют право избирать свою власть. Вот что главное. В этих диктаторских режимах нет этой системы, чтобы они могли кого-то избирать. Они один за другим переизбираются по 20, по 50 лет, по 30 лет. Он, Путин, уже сколько лет сидит? 25 или больше лет сидит. А до этого в других странах, другие сидят. Вот такая ситуация. На этом я сейчас остановлюсь, Аслан. Давай вопросы, ответы, дальше посмотрим, что будет. Баркалаев. Друзья, задавайте вопросы, пишите ваши вопросы, я буду зачитывать. Аяд, вот ситуация, почему вот, кажется, что война все-таки может состояться в Иране со всех сторон, по крайней мере, так Трамп об этом заявляет, что стягиваются авианосцы. И сейчас, знаете, Пентагон выпустил новый документ. Он называется
стратегия национальной обороны США 2026 2026 года. И там Россия фактически перестает быть постоянной угрозой, а является такой долговременное холодное сдерживание, грубо говоря, переходит на этот язык уже переходит. Это означает о признании вот этого конфликта хроническим. То есть русско-украинскую войну могут признать вот это долгосрочное. И в обозримом будущем, говорят представители Пентагона, что в период от 5 обозримое будущее, это 5-15 лет, это сигнал всем, где ситуация на границах НАТО не инцидент, а новая реальность. Но я поэтому вам еще вопрос задам. Я хочу вот понять, будет ли вот удар по югославскому сценарию, на ваш взгляд, в Иране. И вот сейчас Азербайджан активизируется, Сирия активизируется, там против курдов идут бои. Говорит, что там все спокойно, но вот в Иране, в Тегеране, скорее всего, не все так спокойно, как хотелось бы там в Иране. Что вы думаете по этому поводу? Ну, если, скажем, сейчас в Америке они приняли новую доктрину, я так понимаю, по НАТО, что М. они в ней, значит, вносят раздел о том, что Россия есть это ну, какая-то там страна, которая всегда от нее, которой надо ожидать, что она будет где-то потом от нее что угодно ожидать. Но это, с одной стороны, это правильно. Если ничего изменений, по-моему, не входит, у них есть там статья 5, которая говорит, что нужно собраться и дать отпор всех, кто там будет против стран НАТО выступать. А здесь есть вот такая вот трактовка, то, по-моему, это только вот усиливает их позицию, они обозначают прямо, что это. Если они про Китай там нету, Асад, да? Только про Россию. У меня есть Китай, с Китаем говорят, что мы не будем заигрывать вообще. На BBC вышла большая такая интересная Ну, статья. то есть, да, они уже в данной ситуации обозначают, против чего, в принципе, должен быть направлен основной их удар и куда они нацелены должны быть. И в связи с тем, наверное, что они сейчас увеличили бюджет, военный бюджет на 500 000 000 еще. Может быть, это с этим тоже связано. Да, Но здесь нет, здесь вот такое вот направление. И то, что Россия, там вот многие говорят, вот она развалится, ее развалит. Да никто ее сейчас не может. Хотелось бы, но не развалит, потому что сейчас это невыгодно ее разваливать. Другое дело ее переформатировать. Другое дело, если власть, которая есть там, имперская, она, которая там с самого начала, когда ее они развалили, говорили, что мы вот на демократических основах, мы демократы, Ельцин, вся его, как говорится, в окружении все кричали, мы демократы, демократы, мы были вот в Америке тоже, они сейчас демократы. В общем, год или два там они создавали впечатление, что они демократы. Какие они демократы? Никакие они демократы не могут быть, они есть имперцы и фашисты, как сейчас мы видим. да. Поэтому в этом смысле, конечно, страны, которые вот являются по своему, как говорится, экономическому, территориальному там и военному, а, скажем, составляющим являются не такими мощными, как им надо объединяться, как вот говорил премьер-министр Канады. К этому, наверное, надо присоединиться и другим странам, в том числе и нашей стране. Нужно нам решать вопросы не только вот там это делать. И надо отстаивать и те правила, которые есть в мире. Надо отстаивать право народов на самоопределение, если это вопрос решается. Почему вот захватили территории Молдовы, Чеченскую республику, Грузию? И это позволительно, об этом никто не говорит. Даже когда они это поднимают, я всегда это об этом говорю, вопрос, то Мгм. они всегда пытаются умолчать о Чеченской республике, которая создала свое государство. Нам это очень кажется симптоматично, потому что как они могут говорить такие вещи,
когда на самом-то деле вот так сделано, и потом искать какие-то причины. Это не так, это не тут, это так. Поэтому мы должны ли быть вот в этом вопросе, если мы хотим вот победить вот эту вот диктаторскую систему, то надо в этом вопросе, связано по, значит, по демократическому преобразованию, развитию, скажем, мирового сообщества, современного международного права, чтобы это было действительно реально и в это верили, чтобы каждый даже щелчок или каждое движение, чтобы на это была реакция в мире. Мы создали свое государство в 91 году при развале Советского Союза. И никто нас не поддерживал, никто. Хотя в рамках современного международного права мы все это делали. Правда, ОБСЕ участвовал в наших выборах очередных в 97 году и принял заключение, что выборы прошли в соответствии с всеми нормами и правилами, подтвердили, что выборы прошли нормально со всеми и в соответствии нашей Конституции и нашими международными правами, имелось в виду. Так что здесь нужно какое-то управление. А когда говорят, что теперь вот международное право не действует, а есть вот реаль-политик, так что это реаль-политик? Это значит реаль-политик, это право сильного получается. Но остальные это народы, люди, которые создали свое государство, они с этим не согласятся, значит, постоянно будет этот конфликт, внутри международных, скажем, международного права, среди государств, которые созданы в рамках международного права. Внутри будет этот конфликт. И это используют диктаторские режимы сегодня. Это кажется вот так вот, Аслан. Баркала, вот хотелось бы по поводу вот этой стратегии самой. Знаете, сама стратегия, ну, как статья, опубликованная в BBC, постоянно, Россия постоянная, но управляемая угроза. Пентагон опубликовал новую стратегию национальной обороны. Вот мне кажется, вот именно то, что сейчас они это публиковали, Россию уже перевели из ранга там, экзистенциональных угроз ну, в такую просто холодную войну, холодную фазу, как угроза, то мне кажется, это может быть именно связано с той возможной войной, которая сейчас может развернуться в Иране. Поэтому, и она практически на все идут. Ну, на все, конечно, это грубо сказано. Ничего, в принципе, Россия не выигрывает от этого. Но, исходя из того, что есть, Россия оценивается постоянной, но управляемой угрозой для восточных членов НАТО в обозримом будущем, говорится в документе. Обозримое будущее, как я уже сказал, это 5-15 лет. И неужели в этом состоянии мы, как видим, у США все хорошо, у Запада тоже нормально, так перетрубация идет, но по факту Украина истекает кровью, наша страна оккупирована, вопиющие нарушения Россия совершает в отношении кого только может, и не принимаются достаточные меры для того, чтобы их остановили. Как вы считаете, это почему это делается? Для того, чтобы Россия помогла в войне с Ираном, вот сейчас вот на такую уступку, практически лежащую на лопатках России, вот такие уступки Трамп с первого дня уже делает. Или это реально, вот русские говорят, о чем русские пропагандисты говорят, Америка их боится, Америка их боится, их атомное оружие боится, и поэтому Америка пытается отойти в сторону, перенаправить всю вот эту агрессию и недовольство России на Европу, на европейские страны. Как вы считаете, с чем это связано? Ну, связано это с тем, что идет борьба за экономическое процветание каждой страны. Они хотят, как и другие государства, чтобы интересы своего народа, своего государства, значит, они были осуществлены в первую очередь о взаимоотношениях, хотя в то же время должно быть решение эти принимать на основе тех международных прав и принципов, которые они сами приняли в какое-то время. Поэтому здесь вот это все, вот эти вот разговоры о том, там будет, здесь будет Китай, то все, вот это все разыгрывается. Но это какая-то такая ситуация, которая
ситуация, которая сейчас вот мы видим, будет ли или не будет, мы не можем сказать. Мы же не знали, что Совет Союз раз и развалится, в какое время. Конечно, может, это противостояние будет, в какой форме это будет? Военной там или экономической, или там санкциями, как они задавят, скажем, Иран, или, скажем, как будут какие-то противоречия будут со стороны Запада стран. Вот западные страны сейчас не согласны, скажем, с Трампом. И здесь собрались, они говорят, они решительно готовы, значит, вот видишь, я говорил, они готовы уже свои войска Англии и Франции вести туда. Тысячи, там, он называет, до 15-20 тысяч войска вести в случае подписания. Согласны будут с этим Кремль? Маловероятно, что он будет согласен. Но есть дело не в том, что он согласен или нет. Он-то там вводит тоже своих вот этих корейцев и других там подводит, там собирает. И если он так делает, вот Кореи договорились, и здесь имеют право. Так что в России спрашивать никто не хочет, просто нагнетать ситуацию не хотят. В первую очередь, это нужно сейчас дать возможность украинской армии, украинскому народу изгнать этого противника или этого агрессора со своей территории. Это очень важно. С другой стороны, я хотел бы отметить, что Украина, вот, находясь в такой ситуации, в 2022 году признала Чеченскую республику Ичкерия как незаконно оккупированное государство и осудила геноцид чеченского народа, который совершил, скажем, Кремль против нашего народа. Это важнейший политический и правовой шаг, который они совершили. Этим самым они демонстрируют, что на какой позиции они стоят. И поэтому мы призываем, конечно, и другие страны Запада, скажем, Балтийские государства и другие европейские, там Польша, Германия, другие, и сделать такой вот ход, показав действительно свое настоящее отношение к тому, что мы сейчас держимся на международном праве и что мы его отстаиваем. Так? А то, что они хотят вот разыграть, ввели туда войска или стягивать свои корабли к Ирану, или они стягивают это все там к Гренландии, все это все вот такое вот движение, которое сейчас вот президент Трамп, по-моему, он при всем при том какую-то другую игру идет какую-то игру, и он хочет сейчас, вот в этом году, вот эти выборы, которые будут в парламенте, выиграть, чтобы его партия, его консерваторы, чтобы они выиграли эту партию. В этом направлении он движется и говорит о том, что он сделал и как сделал, но, по крайней мере, сейчас весь мир держится в напряжении. И держится в напряжении от того, что Трамп принял такую позицию, которую он хочет как бы уговорить Путина, своего друга, уговорить его в том смысле, что, мол, я его знаю хорошо, я могу с ним это разрешить, а этот просто, значит, не считает с ним, и каждый раз вот такие номера выкидывает ему. Он не считается с самим президентом Америки, Трамп не считается. Как это может быть? Это должно как-то и совестно ему, да, бессовестный человек, что ли. Вот столько вот ему, он не прав, а он себя ведет так, как будто он вот это прав, что это все то, что было. Ну, давайте тогда, если об этом говорит, к примеру, я хочу сказать, вот он говорит, что эта территория была, наша Украина, это российская территория, это создал, мол, Ленин. Как будто до этого не было. Эти территории тоже создал Ленин, там, Брежнев, вот, создал другие союзные республики. Но, дорогие мои, когда после Второй мировой войны было принято современное международное право, там скажут, что отныне мы будем действовать в рамках современного международного права. А все, что было раньше, что было, на это мы ссылаться не можем, кроме как на исторические факты. Мы сейчас действуем в рамках современного международного права. Ну хорошо, если так, они вот сейчас и, скажем, президент Трамп и другие, и Китай ведут эту работу и говорят, что они готовы схватить это. Ну давай тогда современное международное право уберем
И вернемся дальше и к Китаю, и, скажем, Соединенных Штатов Америки, и всей Америки. Давайте освободите, дайте индейцам, скажем, всей Америки свобода тоже. Поднимем этот вопрос. Поднимем вопрос вот по всему юго-восточному значит, Азии. Посмотрим, как эти вопросы будут решаться. Будем все эти вопросы поднимать? Или будем вот прецедент давать, что сейчас вот так вот решит вопрос с Венесуэлой или с Гренландией? Это что такое? Куда мы придем тогда? Вот о чем думают нормальные люди сегодня. Конечно, кому-то что-то хочется сделать, но какая будет от этого польза, непонятно. Если будет польза только для какой-то одной страны, и которая будет действовать вот таким грубым образом, я имею в виду Россию, да, которая начала это, и ей потакать сейчас, к чему это приведет. Так что я не могу сказать, и никто не может сказать, когда они могут начать эту войну. Это будет зависеть от того напряжения, которое будут вот создавать эти вот страны. Так? Вот Россия, Китай, Иран и другие там страны, которые поддерживают Россию тайно или открыто, они как раз-таки противодействовали западному демократическому образу. А здесь вот получается сейчас и Соединенные Штаты Америки, как бы, знаешь, в какой-то степени пытаются всех уговорить, чтобы они стали, значит, на тот путь, который предлагает сам Трамп. Он захватывает, скажем, Венесуэлу, другое у него, его риторика, она как-то вот не вяжется с современным международным правом, но мы надеемся, я, к примеру, думаю, что вопрос это может очень плохим прецедентом быть, и весь мир может быть как бы, значит, не то что укрепиться, а наоборот развалится. Я думаю, у международного сообщества и глав государств и всего мира хватит, значит, разума и терпения, чтобы дать отпор этому движению, этому направлению. Так, я думаю, Аслан. Мгм. Вы правы по поводу того, что Америка сейчас в первую очередь выдвигает себя. В самом начале вы сказали, как раз в этом же 34-страничном документе, опубликованном Пентагоном вечером пятницу 23 января, на протяжении слишком долгого времени, пишут они, правительство США пренебрегало идеей ставить американцев и их интересы на первое место, а то и вовсе отвергало ее, говорят они. Ну, теперь мы уже заметили, Трамп как бы не очень-то и скрывает это, да, мягко сказать. Сегодня прошли переговоры о Объединенных Арабских Эмиратах между фашистской Россией и Украиной. Да, американцы там присутствовали, арабы там присутствовали, соответственно, принимающая сторона. И со стороны фашистской России в первый раз все поголовно, все представители ГРУ и военной стороны. Нету никаких этих ФСБшников, вроде Мединского, там других третьих, которых они присылают. Чисто военные. И по моим наблюдениям, обычно, когда вот им тяжело в начале, когда они войну против нас начинали, они сперва отдают это военным, когда тяжело, а потом, когда полегче и ответственность уже никакая не грозит, видно, что уже справляются, тогда ФСБ подключается. Вы, наверное, вы лучше меня это знаете, так это или нет. Поэтому почему на переговорах исключительно только ГРУ, представитель, главарь банды этой ГРУ у них, и вот другие там есть деятели. Почему только ГРУ? Нету других лиц, как вы считаете? Ну, здесь, я тоже об этом думал, и где-то вот кому-то задавали этот вопрос, и там сказали, что были со стороны России эти представители ГРУ, да, то есть Мгм. российские спецслужбы, и со стороны Украины. Мол, это связано с тем, что они хотят там договориться вопрос обмена пленными. И Мгм. поэтому они в этом вопросе компетентны. Это будет один из вопросов, который там могут обсуждать. Так они объясняли это вопрос, так? А на самом-то деле это связано с тем, что это тоже власть, и они знают очень тонко и хорошо знают эти люди спецслужбы, они знают вот военную и разведывательную операцию
они систему не знают, и они должны в переговорах быть, ну, поддержкой в этих переговорах. Я помню, когда мы вели переговоры с Россией, всегда нам нужны были люди, которые в этом вопросе разбираются, в том или другом, в политическом, правовом, там, ну, правово-юридическом и военных отношениях, секретной. Вот эти люди нужны были на переговоры. Если они прямо даже и не участвовали в переговорах, не сидели, то они в нашей команде участвовали и потом вот как бы советовались. Наверное, поэтому, я так думаю, Аслан. Но на самом-то деле вопрос в том, что они хотят и дальше это все затягивает, и до сих пор никакой вопрос так не решается. Ну, этот Зеленский заявил же, президент, что пока что вот какой-то один вопрос, вот маленький вопрос не решен. Вот по этой причине они объясняют это все. Уже вот сколько, целый год объясняет. Трамп сказал, я же стану президентом сразу, значит, решу вопрос с войной, остановлю. А где эта остановка-то? И нету, мы же видим. И потом начинает говорить, это украинцы виноваты, они плохо себя ведут, они не умеют там разговаривать с Трампом или еще что-нибудь. Да, они могут и действительно где-то ошибаться, но это не знать, но вы же-то люди, которые хотите помочь, так давайте, если они даже ошибаются, помогите, решайте, это же общий вопрос. Это вопрос связан с нашей политикой общей, международной современной политики. Поэтому эти разговоры, мне кажется, вот так вот к этому надо относиться, Аслан. Мгм. Ясно. Друзья, задавайте вопросы, задавайте, спрашивайте, я зачитаю. Так, здесь много троллятины, как обычно у нас. Нам специальный отдел троллятины на нас выделяют. Э, Так, вот если сейчас вот война затягивается в Украине, и если сейчас какое-то будет перемирие, вот, например, украинский генерал говорит, что в случае, если мы дотянем до весны, говорит, ну, весна еще 2-3 месяца, март-апрель, что Россия фактически выдохнется. Вот украинский генерал, не помню его сейчас фамилию, заявляет такое. Это делается почему? Он успокаивает, поддерживает свою сторону или реально у России заканчивается? Ведь она даже всеобщую массовую мобилизацию не объявила, что если она проведет, никто даже возражать не будет особо. Ну, здесь это, как говорится, пропагандистские шаги, которые я хочу верить, что это реально. Но с другой стороны, украинцы верят в это, и мы верим, что их не только до весны, раньше их надо гнать. И сейчас они не могут прорвать вот эти вот Покровск, другие места, которые они там держатся. Русские Мгм. ничего не могут сделать, везде уже 5 раз объявляли образно, что мы взяли, а оказывается не взяли. Так что они ничего не могут сделать и держатся там, бросают людей, там убивают у них. Вот эта ситуация такая, она видна, и поэтому здесь он говорит поэтому. Конечно, свои ошибки он может делать, но в этой ситуации те, которые есть свои ошибки или это, они перед фактом они не могут ничего сказать. Но Мгм. мы видим, что сколько вот уже полгода они все про этот Покров взяли, до сих пор не взяли. И Купянск Вот, то же и самое. это Ага. говорит, и потом еще украинская армия еще продвигается, бьет их там, ос и гриву, они несутся там в сторону. Они наоборот, русские, там эти движения, этих полки окружают украинцы. Вот что происходит на самом-то деле. А раз это так происходит, здесь вот они вот, а русские-то посмотрите, что они только не говорят. Какую только они не организовывают там информацию, что только не говорят. Им вообще не стыдно ничего. Они напали на страну и говорят, что на них напали. Что в это время виновата Россия. Они напали на Чеченскую республику и говорят, что мы на них напали. Мгм. И они делают все, что они делают, они в обратно обвиняют тех, на кого они напали. Это у них такая политика. И если им дать передышку сейчас,
просто дать передышку, они снова придут. Да. И если эта передышка не будет закреплена введением, скажем, войск содружеских стран, там Польша, Франция, Германия. Германия, другие, если это войска там не станут, на самом деле не будут давать, то они снова придут. Мы это знаем по примеру, который вот у нас 5 раз они агрессию организовали, передышку делали, и 5 раз, они в 91-м, 92-м, 94-м, 95-м и 97-м. Вот 5 раз Россия, четырежды она была изгнана нашим сопротивлением, нашим народом, а затем она пришла в конечном итоге со своими провокационными действиями на религиозной, там, другой основе, создала вот такие условия, и уже у нас практически не было. У нас же не было ресурсов, у нас ресурс был только то, что мы боремся, а таких ресурсов, как в России, у нас не было. Во весь мир они нас клеветали, обманывали, говорили, что мы являемся там террористами, бандитами, исламскими фундаменталистами. Какие ярлыки только не вешали, как сегодня они вешают на Украину, на украинский народ. Поэтому здесь вот такая ситуация, Аслан. Мгм. Еще я хотел бы вас спросить по поводу российской оппозиции, которая здесь, в Европе, находится. И, ну, так называемая оппозиция, они, в принципе, ничем не Да. отличаются от имперцев, которые находятся в России. Вот как бы вы характеризовали вот эти действия? Их так много они говорят. Никто из них не формирует батальоны, никто не призывает там ни повиновению, к каким-то мятежу, там, вот никаких революционеров мы здесь не видим. Видим только, кто бы хотел прикормиться, присосаться к каким-нибудь грантам и западным. Знаете, как раньше, когда при монголах, когда на княжение нужен был какой-нибудь там договор получить, там грамоту получить. И вот такого вот они пытаются быть самой любимой женой, так сказать. Ага. Что вы по этому поводу думаете? Кто из них адекватен, кто из них неадекватен, на ваш взгляд? Ну, давайте про эту оппозицию, так называемую оппозицию российскую, скажем, что кто они. М? Они вот, допустим, они говорят, что в каком-то году там, сейчас не помню, то ли в 95-м или в каком-то другом году были у них выборы, Мгм. что они собирают этих депутатов, и значит этот парламент сейчас действует, он легитимен, и мы создаем решения, принимаем от имени, значит, народа России. Но, дорогие мои, какие вы легитимные, скажите мне, вы знаете, как вы создавали эту Россию? На какой основе вы ее создавали? На незаконной. Вы создали эту Россию не вы, а вообще-то вашим участием. В 92 году вы лишили незаконно права при развале Советского Союза, лишили права народы, которые, я за РСФСР сейчас говорю, да? Там вот было 16 автономных республик, и одна республика, только Чеченская республика, она сумела путем, значит, правым путем создать свое государство, и она вышла из Советского Союза, и другие республики, даже и без этого, по международному праву, и с точки зрения, значит, Конституции СССР, имели право на свою государственность. А вы лишили эти народы права на свою государственность и взяли, использовали бывших коммунистических лидеров, которые сказали, что мы демократы, которые сидели, были назначены властью имперской, с ними Мгм. подписали федеративный договор и создали эту Российскую Федерацию, Россию 31 марта 92 года. На Мгм. каком основании? Ведь эти народы, которые вышли из Советского Союза, имели право на создание своих государств, они имели право на проведение избрания власти и определить свою, скажем, линию по, значит, дальнейшей, скажем, своей жизни. Они должны были, как и чеченский народ, к примеру, да,
Мгм. провести там или съезд, или, значит, конференцию, на которой бы они провели бы выборы власти, допустим. Я, к примеру, говорю, допустим, скажем, Северо-Кавказской республики, Поволжские республики, некоторые из них это пытались сделать, Дальневосточные республики, автономные, которые потом, когда создавался этот Советский Союз, кто подписывал вот этот федеративный договор? Этот федеративный договор подписали кто? Подписали, значит, от имени этих республик и народов подписали руководители республик, которые назывались уже союзными республиками. Вот садятся здесь разные деятели, ну, скажем, с разных Советского Союза или даже самой Украины, России, и говорят, в Советском Союзе было только 15 союзных республик. Но посмотрите на федеративный договор, который вы подписали, чтобы создать Российскую Федерацию России. Там написано, что это союзные все республики подписали этот договор. Поэтому вот таким образом, вот это создавая, и эти люди, которые выехали сюда, не признают, они говорят, мы можем дать им свободу. Вы им не свободу должны дать. Вы должны говорить, что они свободно, не вы можете им давать свободу. Они по праву имели эту свободу, и теперь здесь на Западе формируют разные вот эти движения. Я не знаю, как они сейчас между собой себя ведут, то ли Ходорковский, то ли там Невзин, то ли, значит, другие, Пономарев или другие, которые, да, занимаются вот этими всеми делами, организация этого. Но какое вы имеете право? С какой точки? Вам народ это дал право? И вы говорите, что вы являетесь представителями этой власти. Кто вас назначал? Эта власть, которая сейчас называется Российская Федерация России, это власть незаконная. Они говорят, Украина незаконная власть. Какой там незаконная? Украина как раз-то законная власть, избранная народа, а у вас там никто не избирал. Вы просто захватили и не дали даже этим народам создать свои республики, определиться им, стать независимыми государствами, войти в состав другого государства или создать конфедерацию. Вы эту линию даже лишили права эти народы. Я имею в виду те республики, которые назывались раньше автономные, потом Советский Союз их преобразовал в апреле 90-го года в союзные, и эти союзные республики подписали этот федеративный договор 31 марта 92 года. Не республики, а главы этих республик, которые были еще назначены Советским Союзом. А этим народам не дали возможность создать свои республики. А создав такую свою республику, свое государство Чеченской республики, вы на ней упражнялись 5 раз, столько людей поубивали, чтобы других как-то запугать. И эти 15 союзных республик, которые вышли, как они говорят, вышли из Советского Союза, должны были признать нашу республику, Чеченскую республику. Кроме Грузии, это ни одна республика не сделала. Вот о чем идет речь. И те люди, которые сейчас здесь находятся на Западе, если они по-настоящему действительно и демократы, и сторонники того, чтобы возродилась эта Россия в какой-то форме, перешла на форму, значит, современного международного права, то нужно как-то переформатировать эту страну. И вот насчет этого, называть себя, значит, сторонниками демократии и в то же время общаться и поддерживать, скажем, чеченских так называемых самозванцев, которые выступают против нашего государства, это нам сразу дает ответ, кто вы такие, чем вы занимаетесь. Вот о чем речь. И я считаю, что вот эта вся вот эта, значит, компании, эти компании, которые от русских здесь выступают, они хотят в Совете Европы там какую-то создать команду, там говорит. Мы много раз были в этом Совете Европы, я десятки раз бывал там, и, конечно, там они всегда были на стороне русских, но теперь то, что вы там будете делать, вы не имеете никаких полномочий от этих народа. Давайте смотреть, давайте здесь объединяться на основе того, чтобы по праву. Если не по праву, значит, вы тоже будете биты, как и другие. Вот о чем можно вести речь. Вот что я думаю, Аслан Анид. Мгм.
Да, мы видим две такие сложившиеся, уже такие два сложившиеся лагеря. Их несколько было, сейчас некоторые потерялись, уже они себя полностью дискредитировали. Остался лагерь, там Ходорковский, Невзлин, и там вот эти навальнята остались, которые последователи, которые остались после Навального, и которые кормятся на грантах, сидят, и тоже у них нормально. И вот у них идет такая борьба между собой. И знаете, они как бы очень высоко, они с агентурой, российской агентурой, которая видит якобы чеченцы работают, там на каналы приглашают, там начиная там от разных блогеров и заканчивая там, ну все это их люди, но со свободными чеченцами они не хотят работать, они знаете, какая-то, может, высокомерие у них какое-то, может, опаска какая-то с их стороны, что вот с нашей стороны, может быть, мы можем им припомнить за их такую позицию в отношении нашего вопроса и нашей ситуации. Поэтому хотят воспользоваться, но ничего не дать взамен. В принципе, они, может быть, нам немного дали бы денег, и это все, что они могут дать. А вот чтобы реально обязательства какие-то именно перед государством не купить, как они привыкли покупать людей, что здесь абсолютно у них не получится, а просто уважать, считаться с мнением. Вот этого я не вижу с их стороны, полный игнор. Как вы считаете, это боязнь, что мы им за что-то отомстим? Если у них на руках нет чеченской крови, им, я думаю, бояться нечего. Или это какое-то высокомерие, что вот если вот с президиумом, с вами, с нами, со мной, если какие-то контакты налаживать. Просто вот я вижу разные бывают сигналы. Да, Я понял. пожалуйста. Я понял тебя. Аслан, нам не нужны никакие контакты с этими самозванцами, которые не играют никакой роли от имени, скажем, даже русского народа. В Украине есть батальон русский национальный, вот как он называется, знаю, вот его командира, вот они заявили, что убили, а он, оказывается, живой. Вот у Мгм. них есть этот батальон. А все остальные, которые там из себя изображают, они знают, как говорится, знает кошка, чье съела мясо. Они знают, кто они такие сами, и знают, что с нами в этом вопросе они хотят как-нибудь выкрутиться. Мы не собираемся с ними какие-то там игры играть. Мы стоим четко на своих позициях, разговоры о том, что э, эти самозванцы, которые себя так вот величают, да, то они должны опуститься на реальность и посмотреть, какие они там деятели. Этот, или тот, или другой, или третий, от того, что у нее есть какие-то там заслуги перед, допустим, еще в России, это Российская Федерация, которая незаконно была создана. Мгм. Теперь они говорят, да, ее все признали. Да, ее признали. Но что значит, если все признали? Значит, если все признали, а то международное право не существует? Так получается? Это что за игры такие вот, знаете, то туда, то сюда? Поэтому мы должны четко понимать, что с этими людьми говорить о том или о нем, это нет смысла. Здесь они вот хотят из себя чего-то изобразить, и мы совершенно мы не к ним никому не обращались и никому не говорили, потому что их позиция какая-то неоднозначная. Было недавно, где-то, по-моему, месяца 4 или 5 назад, попытка вот наших друзей из Украины, они хотели связать нас с некоторыми вот их представителями, которые живут, женщина была одна, связать нас. Но они тоже, значит, на эти вопросы, хотя и позвали, она не пришла, эта женщина, сейчас фамилию ее не помню, но пусть это, какая разница. То есть, видимо, они понимают, чем они занимаются, они там между собой спорят, между собой, как я вижу. Мы Мгм. правы, вот мы с вами не согласны. Они спорят вот в данной ситуации, кто прав, никто не. А в общем, по всей платформе, они все одинаковы. Понимаешь? Все, они все из себя изображают таковых, потому что они говорят, что мы власть, которой мы боремся против Путина. И Путин, и вы одно, вы придет туда такими, у вас нет никаких полномочий. Другое дело, если бы вы поддерживали с той линии, которая принята, с точки зрения международного права, и воспринимали бы право
те, которые должны были быть отданы при развале Советского Союза, в частности, Чеченская республика, там и другие, о которых я говорю, республики. Особенно они вот активно против Чеченской республики Ичкерия действуют. Пытаются умалчивать, не говорить о нем. А вместо этого они подсовывают всегда этих самозванцев, которые массу документов выпустили, что они являются частью России. Вот их лицо. Поэтому люди это должны знать. Никаких там деятелей нет. В Украине находятся или где-то. И там украинские власти это все понимают, я думаю. Понимают. Хотя там агентура тоже российская действует, но сами власти, я думаю, это все понимают. Аслан. Мгм. Баркалай, вот Эд Мамедов пишет, как вы думаете, будет ли стрим с Рамис Юнусом? Я хотел бы, пользуясь моментом, Эд и всем нашим зрителям, напишите этому Рамису Юнусу. Если Аят в прошлый раз дал согласие, он готов провести стрим. Если напишите, если он даст согласие, я думаю, почему бы и нет. Вот, то есть, это напоминает. Хотя он говорит, что будет интересно, говорит, хотя я в нем сомневаюсь, думаю, он выполняет заказ. Тоже странно, потому что раньше он не говорил тех кардинальных вещей, которые сейчас он начал. Мы это говорим, это не становится таким везде упоминаемым таким новостным трендом, но вот сейчас начал говорить, что это все КГБ, наконец-то начали хоть немножко говорить правду, даже если он отрабатывает. И вот вопрос к Аяду, вот это. Как вы думаете, победа Украины приблизит деоккупацию Ичкерии? Разумеется, победа Украины это приблизит деоккупацию не только Украины, а вообще это приблизит победу всех демократических и свободных народов. Это очень важно, да. И мы знаем, что наши вот добровольцы там находятся, они воюют там, и мы их полностью поддерживаем в этом вопросе. Так что, конечно, победа Украины, без нее будет нам труднее все, да. Еще один вопрос. Аят, как вы думаете, те, кто дает эфир самозванцам, это агентура фашистской Российской Федерации? Также эти самозванцы платят за эфиры, как вы думаете? Но эфиры дают агентур или нет, они могут порой и не знать, с кем они общаются. Вот посмотрите, многие там русские, российские какие-то представители, они разговаривают с ними, общаются, говорят. Они не знают же их историю старую, чем они занимались, какими они. Вот возьмите, не буду сейчас называть их фамилии, Севастьянов там и другие, которые мы с собой даже повели передачу, Да-да. Киселев там, они имперцы. Они находятся в Украине и как будто защищают. Они внутреннюю борьбу за власть в самой России, но в империи, ведут, придя в Украину. В этом смысле прав этот Юнус, азербайджанец, да, который в Америке Мгм. находится. Но есть вопросы, которые можно и думать, и обсуждать. Я, допустим, всегда в этом вопросе и с ним, и с другим готов говорить по этой ситуации. Потому что нам тоже известно, что было и как было. Потому что мы очень много участвовали в контактах, на переговорах, на встречах. И знаем, что это такое. А здесь, когда вот приехали на Запад, специально мы были направлены для работы в зарубежье, а здесь вот появились еще посланцы Кремля, их агентура, которая себя изображает представителями чеченского народа и государства. Здесь вот такие вот, все переплетено, и поэтому все это должно быть аргументировано. Вот должны демонстрироваться законы, там постановления, решения, когда это было, высказывание политическое другое. Вот это должно быть основой для того, чтобы рассуждать, а не просто так вот сказать, что-то вот так было или не так было. Я думаю, что вот такая ситуация сложилась. Баркал, Аят, здесь вот такой комментарий, и я бы хотел бы услышать, чтобы вы ответили на этот комментарий. От Рикаро, по-моему, у него здесь ник так написан.
не разобрать. Не жду свободы Кавказа ни от кого со стороны. Как вы думаете, Аят? Это дело нас самих без помощи со стороны? Или нам все-таки кто-то должен будет помочь? Нет, мы не то, что мы тоже никто не ждем. Если ты хочешь свободы создать свое государство, так, то ты сам должен, ты будешь лежать на печи, и тебе кто-то принесет свободу. А если тебе эту свободу дадут, ты не будешь знать, что с ней делать. Свобода – это в первую очередь ответственность. Не просто Да, свобода, выскочил с цепи, сорвался и бегать. А ты должен отвечать за свои поступки, должен делать, ну, я имею в виду народ и любой человек, который говорит. Да, мы должны и на Кавказе, мы в этом смысле все это понимали, действовали, хотели, чтобы у нас был этот Кавказский дом, это как бы конфедерация. Эти вопросы поднимали президент Жагар Дудай, Гамсахурдия, и эти вопросы сейчас открыты. Но сейчас вот такая ситуация, в которой мы находимся. Ждать не надо, надо действовать. Поэтому правильно он говорит, надо действовать. А действовать что нужно сейчас? И нужно, чтобы эти народы и эти страны, и эти действовали, к примеру, для чеченского народа. Что нужно? Наши люди вот борются сейчас в Украине, есть наши люди, добровольцы. Так? С другой стороны, с политической основы наша республика, действительно, Украина признана как, и Грузия признана как государство, которое незаконно оккупировано, осужден геноцид чеченского народа. И нам нужно сейчас это развивать и дальше, чтобы я уже сказал об этом. Что это главная работа, которую сейчас мы должны вести здесь с другими странами, государствами, демократическими. И в то же время мы должны делать все для того, чтобы политическим правом или информационном плане, чтобы помогать тем силам Украины и других государств, чтобы они могли укрепиться и рассказать своему народу, рассказать своим, скажем, друзьям и всем рассказать действительное положение дел в мире. И рассказать, что происходит против, если брать чеченцев, рассказать, что происходит в чеченском обществе, что происходит и как, и почему, откуда ноги растут, и что надо делать. Вот это все нужно развивать, и ждать не надо. Не надо думать действительно, что кто-то придет нам и сделает. И когда в 91 году Совет Союз разваливали, тогда эти народы, многие из них, и Татарстан, и Башкортостан, и другие, пытались как-то, значит, создать свое государство, а на них надавили и очень сильно. Это Ельцин и его компания, они хотя и говорили, что мы не демократы, а вот взяли и не дали им избрать, народу не дали ничего сказать. да. Народ не выразил свое мнение, или взяли, если кто-то там выразил, Татарстан и другие, то заставили их руководителей, коммунистов, которые сидели, не дали выбрать действительно путь свой. И практически они захватили эти территории государства. И поэтому здесь в этом вопросе надо как-то действовать более активно, более шире. И здесь на Западе вот находятся лидеры этих некоторых вот народов, которые здесь на Западе действуют. Они сотрудничают с русскими вот этими либеральными деятелями, они сотрудничают с другими, с третьими, они сотрудничают с нашими так называемыми самозванцами, ведут работу. Здесь надо со всеми вести, скажем, диалог и идти по тому пути, который будет основой для того, чтобы восстановить свою государственность и закрепить свою позицию. Вот что нужно, мне кажется. Мгм. Спасибо, Аят. Мы уже больше часа уже в эфире. Спасибо, Баркал. Хорошо, На этом хорошо. наш сегодняшний стрим подводим к концу. Спасибо вам за ответы, Аят. Спасибо всем, кто задавал вопросы. Большое вам всем спасибо. Баркал, всем вам тоже спасибо, кто нас слушал. Всем спасибо. Баркал, адик и Масера. До свидания, друзья. Адикер.